Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов-112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем последствия страшного пожара на улице Хади Такташ. В огне погибли 2 человека. Расскажем о наезде без виноватых. С налета на крышу, на мягкую и туда. Я выбегаю, а его уже нет. Молодой человек сознался, что сам бросился под колеса автомобиля. А также угрозы ножом женщине-таксисту. Какие проблемы? Убери. И подробности дела о драке 2 дам в заведении общественного питания. Я отвернулась и после чего получила удар, сильный удар по затылку, с кулака. Она стала вести себя как гопник, стала именно бычить, как вот бараны начинают идти лоб в лоб. Это и не только. Прямо сейчас. 2 человека погибли в результате пожара на улице Хади Такташ. Частный бревенчатый дом по прибытию пожарных был полностью охвачен пламенем. Тела погибших спасатели обнаружили только после полной ликвидации открытого горения. Что стало причиной трагедии, расскажет Рамиль Шайдуллин. Спасатели тщательно проливают каждую часть строения, чтобы огонь не вспыхнул вновь. Сообщение о пожаре в частном бревенчатом доме на улице Хади Такташ поступило в 21 час 10 минут. Постройка горела открытым пламенем по всей площади, но пожарные справились с огнем буквально через полчаса. Кто живет хоть там? Да, 2 трупа нашли, говорят. Бомжи, по-моему. В процессе тушения сотрудники МЧС обнаружили в доме 2 обгоревших тела в верхней одежде. Ими оказались хозяин дома и его товарищ. Одному из них было 30 лет, другому 45. Как рассказали соседи, здесь часто проходили шумные и нетрезвые посиделки. По предварительным данным, мужчины спали в то время, как в пристрое дома от печки начался пожар. Оба предположительно скончались от отравления угарным газом еще до того, как пламя охватило весь дом. Рамиль Шайдуллин, Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев. Вызов-112. На улице Кулахметова молодой человек перепрыгнул через забор, отделяющий тротуар от проезжей части, и бросился под колеса проезжавшей там в это время иномарки. Мужчина перекатился через автомобиль, упал на асфальт, сделал несколько кульбитов и, не получив ни единой царапины, поспешил скрыться. Чуть позже его задержали полицейским. Он потом признался, что специально прыгнул под машину. Сергей Хайдаров продолжит. Я выхожу, я думаю, все, может быть, больше я Водитель седана рассказывает, что ехал по Кулахметова, не превышая скорости. Неожиданно через забор, отделяющий тротуар от проезжей части, прямо на автомобиль выпрыгнул мужчина. Он с налета прыгнул, он с налета на крышу, на мягкую и туда. Я выбегаю, а его уже нет. Он несколько раз кувыркнулся через автомобиль и приземлился на асфальт. Затем, как ни в чем не бывало, встал и покинул место наезда. Позже его нашли и привели обратно очевидцы. Он был цел и невредим, но не разговорчив. Зачем ты прыгнул? Ты расскажи. Всем было ясно, что делал он это специально. У водителя Hyundai появилась своя версия. А зачем бросился? Зачем прыгнул, не говорит? Девушка. Парень чуть позже признался полицейским, что вины водителя во всем случившемся вроде как и нет, но окончательно это устанавливать будут уже автоинспекторы. Сергей Хайдаров, Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев. Вызов-112. Женщина попала под колеса «Лады» на улице Большая Красная. По словам самого водителя, дорогу она переходила по пешеходному переходу. Почему он ее не заметил и какие травмы получила пострадавшая, знает Нафиса Минязова. Она вот этой частью ударилась и туда улетела. После наезда женщина упала на проезжую часть и ударилась головой об асфальт. Видимо, в этот момент она получила травму и потеряла много крови. Пострадавшая находилась в сознании, но не могла вспомнить и понять, что с ней произошло. Водитель оказал ей первую помощь. Затем на место прибыли медики и госпитализировали пострадавшую. Только после того, как передал пострадавшую в руки врачей, молодой человек смог объяснить, что произошло. Я поворачивал, получается, на эту сторону. Когда поворачивал, смотрю, машина едет. Вдалеке. И думал, сейчас проеду. Поворачиваю и только повернул. Я не знаю, и под конец она уже перебегать начала. Видимо, быстренько. Она с той стороны шла? Походу, да. Какую ответственность понесет водитель, станет ясно после постановки точного диагноза пострадавшей. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, Вызов-112. Пытался изнасиловать школьницу. В Набережных Челнах задержали мужчину, который хотел надругаться над ребенком. Всех подробностей следственные органы пока не раскрывают, но выяснилось, что в момент совершения преступления мужчина был сильно пьян. Сейчас он дает показания.
По данному факту Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера». Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Автоинспекторы в Набережных Челнах задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в вооруженном нападении на женщину-таксиста. В полицию позвонила 41-летняя автоледи и сообщила, что пассажир стал ей угрожать ножом. Но не растерявшись, она выбежала из машины и заблокировала пассажира в салоне. До прибытия полицейских женщине помогали очевидцы и сняли происходящее на камеру мобильного телефона. Подробности у Айгуль Бадрудиновой. Какие проблемы? Убери. Даже после того, как на подмогу женщине-таксисту прибежали очевидцы, пассажир успокаиваться не спешил и продолжал размахивать ножом. Не трогай его, не трогай, не трогай! Автоинспекторы прибыли на место за считанные минуты и задержали парня. Полицейским потерпевшая рассказала, что приехала на адрес по заявке. К ней в машину сел молодой человек, затем стал угрожать и размахивать ножом. Автоледи выбежала из машины и заблокировала неадекватного пассажира в салоне. Стражи порядка установили личность молодого человека. Им оказался 21-летний безработный житель Мензелинского района. При себе у задержанного обнаружили и нож. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Айгуль Бадрудинова, Нафиса Минязова, вызов 112. Дело о драке женщин в заведении общественного питания в одном из торговых комплексов рассматривалось сегодня в Советском мировом суде. В начале июля этого года 37-летняя ныне подсудимая женщина с ребенком-инвалидом и со своей тетей направлялась к кассе. В этот момент впереди нее встала 23-летняя девушка. По делу она проходит потерпевшей. Из-за места в очереди между женщинами вспыхнула ссора, которая затем и переросла в драку. Разнять дерущихся представительниц прекрасной половины человечества смогла только охрана. В истории разбиралась Алия Хайруддинова. В этот день у меня был день рождения. Мы решили немножечко посидеть. Только праздник у подсудимой не удался. Торжество в самом начале было испорчено дракой с молодой девушкой и ее мамой, сильным испугом ее ребенка-инвалида. А затем и заявлением в полицию в отношении нее. Женщина рассказывала, что шла к кассе с сыном и тетей. И на этом пути ее вдруг обогнала девушка. Тогда, рассказывает подсудимая, она попросила их пропустить. Мол, объяснила, что сын болен. В ответ услышала крик. Как она сказала, ходят тут инвалиды, сидите дома. Фыркнула и прошла мимо нас. На что я ей сказала? Я говорю, я ее назвала мизантропом. Словесная перепалка стала набирать обороты. Ситуация, говорит, накалилась с приходом матери, обогнавшей ее девушки. И я отвернулась от них, и после чего получила удар, сильный удар по затылку, с кулака. Я повернулась, и первая реакция организма, потому что рядом был ребенок, и стояла женщина, я думала, что это она. Ответ организма, я, получается, ударила женщину, которая стояла передо мной. Потому что тот, кто ударил меня с кулака, она спряталась за нее. Затем женщины схватили друг друга за волосы. Разнять их смог только охранник. Молодая девушка и ее мама зафиксировали побои и написали заявление в полицию, указав, что мать ребенка-инвалида их оскорбляла и напала на них. Она стала вести себя как гопник, стала именно бычить, как вот баран начинает идти лоб в лоб в атаку, она вот так вот стала идти на мою маму и стала размахивать руками. Несмотря на это, сторона, признанная в деле потерпевшей, все же пыталась пойти на примирение еще до процесса. Но мать ребенка-инвалида, посчитавшая себя и своего сына оскорбленными, решила на это не соглашаться. Мы сейчас хотели помириться, она наотрез. Я хочу увидеть камеру, что показывает. Лицо подошло к моему адвокату и говорит, давайте пойдем на примирение. Адвокат переговорила с нами, мы согласились, пришли здесь собеседовать, получается, пятером. И она говорит, нет, я жду камер. Я не буду идти на примирение. Соответственно, если такой был перформанс от нее, то я уже готова идти до конца. В итоге в отношении женщины возбудили административное дело за нанесение побоев, причинивших физическую боль. Статья предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо арест от 10 до 15 суток или 120 часов обязательных работ. После первого запроса администрация заведения общественного питания не смогла предоставить записи с камер видеонаблюдения. Якобы именно ту сторону, где дрались женщины, объективы камер не захватывают. Тем не менее, у обеих сторон есть свои свидетели, и они еще не опрошены. Алия Хайруддинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.